Между тем, Якутия ищет новые пути развития для экономики. Глава региона и агентство стратегических инициатив подписали в Москве соглашение о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма. Встречи и подписания состоялись в рамках деловой программы Международного промышленного форума «Иннопром». Это крупнейшее событие международного масштаба, собравшее представителей из разных уголков России, а также гостей из Европы, Азии и Америки. Чем может привлечь Якутия индустриальных туристов? Узнаем у нашего субкора в Москве Максима Кардозо. Якутия может удивить туристов не только своими природными красотами, но и промышленными гигантами. Казалось бы, такие привычные для жителей региона угольные и кимберлитовые карьеры могут стать настоящими центрами притяжения. Ведь людей, которые хотят на несколько часов или даже пару суток превратиться в горняков, больше, чем может показаться. Это, например, изумрудные прииски в Свердловской области. Недавно закрытое для посторонних глаз предприятие распахнуло здесь двери для туристов, и сюда потянулись искатели приключений. Кому-то на флюорит повезло. Мне! Вот, это супер. Подписанное соглашение между Якутией и агентством стратегических инициатив может дать серьезный толчок для развития промышленного туризма в регионе. Это создание новых туристических маршрутов, производственных экскурсий, проработка нового бренда. Туризм вообще для Якутии тема абсолютно новая. Она только у нас начинает развиваться, но я уверен, что это одна из тех тем нашей экономики, которые, конечно же, в ближайшие годы заставят говорить о себе не только Россию, но и весь мир. Самые глубокие карьеры в мире, они у нас, на нашей территории. И, конечно же, алмазы, процесс их добычи, процесс переработки, на мой взгляд, достоин того, чтобы об этом знали туристы со всего мира. Эксперты агентства стратегических инициатив в ближайшее время должны приехать в Якутию, чтобы начать работу над продвижением региона. Причем планы по началу реализации проекта амбициозные. Уже через полгода хотелось бы, чтобы туристы смогли поехать в Саха-Якутию и посмотреть о том, как добываются бриллианты, как они обрабатываются, как работает угольная промышленность, о том, какие машины, оказывается, огромные нужны для работы на этой угольной промышленности. Но у Саха-Якутии, конечно же, огромный потенциал, и я уверена, что уже прямо через полгода каждый турист сможет доехать и увидеть это своими глазами. Но потенциал Якутии в плане индустриального туризма промышленными гигантами не ограничивается. Наши мастера традиционных промыслов тоже могут заинтересовать тысячи людей. Узнать все тонкости кузнечного дела, ювелирного мастерства или изготовления берестяной, деревянной посуды. Все это поможет засверкать Якутии новыми гранями. Максим Кардозо, Виктор Олесов, Москва.